Ассаламу алейкум, камрады, друзья и все подписчики, смотрящие, кто там, надсмотрщики, смотрящие, короче, с берега океана, где лукомор у нас. Ну, короче, ты понял, да? Короче, тебе все фу. Ну, ты понял. Потом я понял, теперь ты понял. Короче, друзья, на очередном поле. Луг у нас вот такой, насекое. Интересный. Только что бегал за косулями, хотел видео сделать. Ну, засекли они меня. Из разведчики меня не получится, видать. Ну и был у меня тут сигнал. Вот. Что-то у меня вырисовывается. И это что-то из области... из области монеты. И, ну, как обычно, монета Наполеон. Забыл я сегодня взять, правда, опрыскиватель, как меня просили. Но я думаю, это Наполеон. Вот. У нас дожди, постоянно дожди. Копать невозможно, ходить невозможно. Вот первая находочка сегодня. Вот тут-то интересно, она тут у меня засела. Вот. Наполеон покажу обязательно. Вроде патин нормальный. Сама монетка хорошая. Окей, друзья, продолжаем. Думал, сейчас вот у меня этот самый, как его, сигнал такой монетный был, да, ужасный такой монетный сигнал был. Ну, был, да, сплыл, короче, когда откопал. Что мне тут выпало? А выпала мне вот такая вот пуля. Не знаю, во что она вляпалась. Но покоцала ее нормально, отлично. Короче, видать, срикошетила. А борт какой-то ударилась. Вот, и упала. Упала шляпа. Упала на пол. Вот такие дела. Пулеметная, да, видать? Пуля. Вот. Окей, друзья, продолжаем. Думал, монета, остановился. Пуля. Пуля, она дура. Видите, камрады, какой я меткий оказался. Сигнал такой был слабый, на ВДИ показывала 92,3, по-моему. Ну, слабый сигнал такой, пропадающий был. И лопата я бац. И что я в нее попал? Было бы обидно, конечно, если бы она не убитая была. А так, монетка убитая. Но все равно обидно. Что же я так прицельно ударил ее? Если почистить, может быть, что-то да есть. Какие-то цифры вырисовываются. Вроде бы. Ну, вот согнул я монетку. Ну что, погнали далее. Друзья, вот такая пуля в патине мне попалась. Бронебойная. Видать, никого не смогла она убить. Но попалась мне. Так, любители Дейлса, у меня вопрос. Вот грунт, вот видите, камень, песок. Думаю, это не такой сложный грунт. Так, я хожу на реликвии сейчас, в данный момент. Ну вот, на реликвии. Грунт показывает у меня 74. Так, настройки я сейчас покажу. Вот они, настроечки у меня, дискриминация 8, сенсор 90, на 7,8 кГц и
FI, Reactivity. Короче, думаю, вам видно было. Не скажу точно. Короче, что я хотел сказать. Просить. Правильные у меня настройки. И на каких настройках лучше ходить вот по такому грунту. Вот луг, как мы видим здесь луг, да. И песок с камнем. Ну и мусора, я не скажу, что так очень много. Ну, так попадаются, не очень много. Посоветуйте, кто посмотрит видео, любители Дэвиса, на каких настройках ходить, с какой программой. Окей, продолжаю. Друзья, отстаю я от Гаррита в находках. У него уже несколько находок хороших, приятных. Но у меня вот уже какая-то монетка наконец выпала с дырочкой. Интересная. Аля. Думаю, видно. Окей, продолжаем. Копает наш комрад, ищет. Много чего нашел. Не показывает. Со своим Гарретом ходит там, бродит. А у меня такая эмблема 1940 года. От велосипеда, я думаю. Такая интересная штучка. Думал, монета, но эмблемка. Аля. Далее копает, он копает. Але продолжаю я. С нашего поля мы вышли такой маленький лесок. Тут такая часовня у нас. Часовня. Ладно, за русский. Поднимались в гору. Подустали. Вот такой лес. И часовня. Какие-то бойницы. А может просто для воздуха. Трюки. Сейчас. Фондасьон. Охрана его. Это вот такая штучка. Короче, здесь у нас клад лежит. Вуаля. Вуаля, вуаля. Вуаля. Красота. Окей, продолжаем. Если что найдем, засветим. Добрали мы до лесочка. А тут вот такая штучка. Чтобы любопытно не смотрели, повернусь. Видали? Вот такая штучка мне выпала. Короче, убийственная, опасная, калорийная пуля охотника за привидениями. Видали? И целая. Так как это относится к области боеприпасов неиспользованных, мы ее выкинем обратно. Зачем мне такое добро? Продолжаем. На новое поле мы перескочили. У меня тут снова сигнал. Вот, монетка мне выпала. Ага. Ну, убитая. Убитая. Но все равно есть первая монетка на поле. Вот. Поехали. Остаемся с нами. Буквально вот место, где я нашел только что монетку такую убитую. И далее. Вот она. Вот она.
Еще одна. Так. А что ты у нас будешь? Так, короче, я ее тереть не буду, как немножко высохнет. Я вам ее покажу. Вот. Главная монетка. Вроде нормальное состояние. Сохран хороший. Вот. Настройки я сделал с ютуба. Один комрад там показывал, да. На его настройках хожу. И скажу вам, очень доволен даже. За что и благодарю его. Хорошие настройки. Потом я еще скажу, что за канал был, да. Вот парень вроде там уже 3 года с Деусом. Ну, понимает его, натыснем. Вот. И нам помог тоже в настройках. Так, поле, как мы видим, спаханное. Трудно ходить. Но нормально. Продолжаем. Откопал я вот такой кусочек. Не то ли камня, не то железо. Пищит. Как железо. Но не знаю, что такое. Почему пищит. От чего пищит. Но пищит. Так что, как говорится, не берем. Продолжаем. Долгих мучительных хождений при маленьком таком моросящем дожде. Видали? Что-то мне выпало. Вот тут. Но не это. Все-таки Деус, ты могуч. Ты гоняешь что? Почву гоняешь. Окей. Едем, смотрим. Хотя можно будет уже и завершать пока, потому что дождь начинается. Тут то погода ясная, солнечная, тут дождь начинается. А у меня нету защиты для аппарата, для блока питания, так сказать. Окей, если что, покажем. Продолжаю. У меня тут интересная находка. То ли еще будет. Ой-ой-ой. Что может быть такое? Может, это сабли? Рукоятка была. Очень ясная штучка интересная. Сегодня спросим. Окей. Ну, на этом все, думаю. У меня сейчас дождь начинается. А до новых видео. Остаемся с нами на канале. Кто не подписан, подписываемся, если есть желание смотреть все новые видео. Окей, всем удачи. Хороших сигналов под катушкой. Ну и всех остальных благ. Ассаламу алейкум.